Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это Ice News. И я его ведущая Полина Долинская. Итак, в этом выпуске. Пальмы в Якутии. Житель столицы рассказал о своем необычном хобби в садоводстве. Купальный сезон открыт. Жители Норильска не боятся ни льдов, ни холода. Поздравляем, у вас будет ребенок. Необычная гендерная вечеринка прошла в центре города Якутска. Теперь об этом и другом подробнее. По маршруту Якутск-Нижний Бестях с 30 апреля начнут курсировать скоростные суда Лена Турфлота. В паводковый сезон будет действовать социальный тариф – 1000 рублей, а во время навигации – 500 рублей. Предусмотрена также 20% скидка для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла, труда, пенсионеров, участников боевых действий и многодетных семей. Также действует программа лояльности «Свои» от Алмаз-Иргенбанка. Школьница из Красноярска помогает сохранять культуру древних народов. Все началось с того, что как-то Дарья Лыкова побывала в поселке Волчанка на Крайнем Севере и познакомилась там с долганами и нганасанами. После этого появилась идея создать проект «Волчанка-Сити». По словам школьницы, главная ее задача сейчас – это привлечь волонтеров и найти помощь для возрождения поселка. Поселок Волчанка располагается на Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. По данным на 2010 год население его составляет 530 человек. Представители коренных малочисленных народов составляют около 80% жителей. А тем временем в Норильске уже открыли купальный сезон. Несмотря на минусовые температуры, суровые местные жители устроили заплыв в ледяном озере. Классно. Такая вода. Всем добра, любви, мира и счастья. Всех любим. На Чукотке около 20 белух оказались в ледяной ловушке. Животные пришли сюда в поисках рыбы, но резкое похолодание отрезало им путь к открытой воде. Специалисты считают, что спасать животных не нужно. Они сами смогут выбраться, нужно лишь дождаться разрушения льдов. По мнению ученых, вмешательство людей может навредить экосистеме. Сейчас к попавшим в ледовую ловушку белухам пришла рыба. В районе начался активный подход на ваге. По словам инспектора, животные стали активнее и выглядят более упитанными. В Якутске начали разработку единой концепции озеленения. Сегодня в нашей столице этот вопрос решается высадкой однолетних цветов и кустарников. Из кустарниковых популярной является ива, причем один из самых некрасивых ее видов – прутовидная. Были высажены в столице еще в середине прошлого века. Единой концепции пока нет, зато отдельные жители города разрабатывают свои варианты озеленения столицы. Николай Кудрин предлагает, к примеру, выращивать вдоль городских улиц пальмы. Возможно ли это или нет, узнаем подробнее в следующем сюжете. Вырастить настоящую теплолюбивую южную пальму в наших северных климатических условиях, конечно же, нереально, но ей вполне можно найти достойную замену. Сплести вот такую вот иву, посадить ее можно как у себя на участке, так и украсить столичный ландшафт. Николай Кудрин – учитель труда во Дворце детства. Он известен не только как местный кулибин, изобретающий лодки и мотоциклы. С прошлого года вместе с внуком придумали новое хобби – плести из прутьев ивы настоящие пальмы. Не огородник, никто. А так мечтаю, конечно, но у меня ничего не получается с огородами. Может, с сорняком подружусь, как бы. Живое плетение – это новое направление в дизайне. Придумали ее датчане. Семейная пара Браун. Супруги вдохновились тем, что лоза ивы очень быстро укореняется в земле и хорошо гнется. В Якутске это один из самых популярных видов озеленения. Разрастается быстро, причем декоративности никакой не несет. Тальника у нас в городе очень много, везде растет, везде топчут люди, режут, бросают. А так можно, вот, оказывается, вот в таких декоративных селях тоже использовать. А собираете где? Ну, далеко иду с населенных пунктов, как бы, потому что, ну, некрасиво, когда вот так рядом с людьми резать, как бы, зеленые это. На островах в основном. 12-летний Сулус – главный дедушкин помощник. Совсем недавно они придумали мотоцикл, который может ездить по льду, а еще канадскую лодку и самокат. Идей много, сложнее воплотить их в жизнь. Но с дедом все по плечу. Мне интересно проводить время с дедом. Ну, помогаешь деду? Но я помогал чистить
корешков поделать. В начале весны Николай с внуком собирают ветки ивы. Для плетения они должны быть не только одинаковой высоты, но и ширины. Тогда ствол получится аккуратным. Высаживают их в землю, когда ветки дадут первые корни. Затем аккуратно начинают плести. Мы ставим по 4. А вот тут я по 6 делал. Вот. Видите, да? Уже совсем скоро на ажурном стволе появятся первые побеги. Когда крона станет пушистой, ее подстригут, придадут форму. С приживаемостью также нет проблем. Все мы знаем, насколько это устойчивые к разным вредным факторам растения. Но за живым стволом нужен тщательный уход. Года 5 или растут вроде бы. Так, в интернете читал. Дольше они сохнут, что ли, или болеть начинают. Ну, можно, если горшочка, конечно, не жалко. Раз взял, бросил, да, другую поставил. Простоят ли такие деревья много лет для украшения столичных улиц, Николай не знает. Нужно еще изучать путем проб и ошибок. Но если идею удастся воплотить в жизнь, простое хобби станет вполне удачным вкладом в озеленение столицы. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Трудовые коллективы Улахан-Чистайского национального наслега поздравили гостей и жителей с Международным днем танца. В зажигательном флешмобе приняли участие разные организации села Сосыр. Работники ЖКХ, школ, детских садов, служб скорой помощи, МПЧ и другие. Все они исполнили элементы национальных танцев народов Саха. Ролик был опубликован в социальной сети Instagram и получил положительные отзывы. Подтверждение тому – многочисленные лайки и восторженные комментарии. Гендерная вечеринка уже не новое событие для пар, которые ожидают ребенка. Существуют целые агентства, которые предлагают оформление данного события, учитывая все пожелания заказчиков. Между тем, многие пары с каждым разом пытаются отметить это событие самыми оригинальными способами. Вчера молодая пара из Якутска решила узнать пол будущего ребенка при помощи уличного экрана одного из кинотеатров города. На LED-панели был запущен видеоряд с фотографиями пары. На кадрах были запечатлены значимые события молодых родителей. А в конце интрига раскрылась, и они узнали пол ребенка. Кстати, у пары будет девочка. А теперь о погоде. Сегодня, 29 апреля, в южной части республики, в Алданском и Нюрингринском районах ожидаются осадки в виде снега количеством 5-8 миллиметров. В городе Якутске завтра, 30 апреля, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-6 градусов. Днем столбик термометра покажет плюсовую температуру от 8 до 10 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий республики, а также за ее пределами.